Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема – 94-я сура Священного Корана, сура Аш-Шарх. Сура состоит, как вы заметили, из 8 аятов. Итак, мы начинаем. Первый аят. Алам нашрах лака садрак. Алам. Все мягкие звуки. Алам. Алам. Нашрах. Шин. Отличительной чертой звука шин является, что у этого звука есть свойство тафаши, то есть произношение медленно ш. Резкое произношение категорически запрещается, потому что аннулируется вот это свойство наш. Переходим на ра. Ра твердый звук в данный момент, потому что она согласовка фатха. Наш рах. Наш рах. Алам наш рах. Ра твердый звук. Следующий идет у нас ха. Нужно медленно, четко, ясно произносить. Нашрах. Лака. Мягкие звуки. Итого получается у нас алам нашрах лака сад. Сад твердый звук. Даль мягкий звук. Но калкала. И после идет тоже так же твердый звук. То есть, другими словами, мягкий звук с правилом калкала находится между двумя твердыми. Са. Ра. И поэтому нужно обращать внимание, чтобы даль, произношение даль, звука даль, с правилом калкаля было четким, ясным, но не на таком уровне твердости, как у сад и ра. Саде рак, саде рак, саде рак. Итого получается ляка, саде, ра, твердое и каф. При остановке аннулируется огласовка и переходим в сукун. Саде рак. И первый аят. Алам нашрах лака садрак. Переходим на второй аят. Ва вадана анка визрак. Ва. Звук вау не является твердым, и поэтому нужно быть обращать внимание, чтобы она была ва. Дат твердый, и остановка на айн должно быть неким скользящим звуком. وَوَضَعْنَا ضَ وَوَضَعْنَا وَوَضَعْنَا. При нун мягкий после айна ударение в размере двух огласовок. وَوَضَعْنَا عَنْكَ. Здесь у нас ихфа, мягкая ихфа. В размере двух огласовок удерживаем назализацию. عَنْكَ وِزْرَكَ. Здесь ра твердая, каф при остановке, огласовка аннулируется и переходит в сукун. Виз, рак, рак. После твердого произношения каф мы спускаемся на мягкость. Рак, чтобы не было рак, нет, рак. Виз, рак. Итого, второй аят. Ва ваду'на анка визрак. Визрак. Третий аят, обратите внимание. Аллади. Мы начинаем с огласовки фатха. После удвоения на дай и удлинение в размере 4 огласовок. Аллади. Уходим. Анкада. Вот здесь обратите внимание. Смотрите, пожалуйста. Каф твердый звук, после которого идет дад, тоже твердый. Но ихфа здесь должно подчиняться звуку каф и должно быть твердым. Анкада. Анкада. И за следующий. Анкада. За. За. Как вы заметили в предыдущем садерак, здесь тоже звук ха между двумя твердыми находится. За и ра. И при остановке, как мы уже сказали, как в предыдущем аяте, аннулируется, переходит в сукун. За. Рак. ظهرك الذي أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك. Уходим на 4 аят. Обратите внимание. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Вара. Вау, мягкий звук. Ра здесь твердый. Вара.
Варафа. Фа мягкий, айн. И все остальные здесь, кроме последнего аята, ра твердое. Варафа, точнее мягкие звуки. Варафана. Варафана. При ударении мы делаем в размере двух огласовок. Варафана лака ذكرك. ذكرك. Ра твердый звук. Нужно обращать внимание, чтобы межзубное произношение заль было полноценным. Каф при остановке аннулируется, огласовка, и уходим в сукун. И таким образом четвертый аят. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ذِكْرَكَ. Пятый аят. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Фа-и. Четкое произношение огласовки кесра, то есть звука хамзы. Фа-инна. Удержание в размере двух огласовок, назализация. Фа-инна. Ма'аль. С огласовки фатха мы уходим на лям. Ма'аль. Ма'аль. Нет. Ма'аль. Ма'аль. Такой скользящий, непринужденный уход, полноценное произношение звука айн. Гортанный. Аль. Ма'аль. Ма'a. Чтобы твердость не уходила. Ма'аль. Ус. Син. Свистящий звук. Ус. Ри. Син. То есть, что означает свистящий звук с сукуном? То есть, струя воздуха продолжает идти. Ус. Ус. Нельзя делать. Усри. Ма'аль усри юсра. То же самое. Юсра. При остановке на ра у нас аннулируется танвин, остается алиф. И в размере двух огласовок мы его удлиняем. И таким образом فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Шестой аят. Обратите внимание. То есть она повторяется, кроме с отсутствием первого звука фа. Инна ма'аль усри юсра. Инна. Удержание нуна в размере двух огласовок. Ма'аль. Уходим с айна на лям. Ма'аль усри юсра. При остановке аннулируется танвин, остается алиф, и в размере двух огласовок мы удлиняем. Седьмой аят таким образом. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فَإِذَا. Четкое произношение, огласовка кесра. فَإِذَا. Ударение в размере двух огласовок. فَإِذَا فَرَغْتَ. Ра твердая, га твердая. Но обратите внимание, фа мягкий звук. Фарагта. Нет. Фара. Нет. Фарагта. Мягкий. Фарагта. Фансаб. С фатхи над буквой фа мы уходим на ихфа, твердый ихфа. В размере двух огласовок удерживаем. Фанса. И ба у нас мягкий звук, но с правилом калкаля. Фансаб. И таким образом, седьмой аят. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. И последний аят на сегодня. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. وَإِلَى. Ва мягкий, хамза четкое произношение. Ла. Ударение в размере двух огласовок. وَإِلَى رَبِّكَ. رَبِّكَ. Удваиваем ба, применяем кесра. Ра здесь у нас твердый звук. Раббика. И с огласовки фаргаб уходим на ра. Фар. Нет. С мягкого на твердый. Фаргаба. Га твердый у нас. Ра тоже. И при остановке здесь, обратите внимание, здесь у нас не стоит огласовка. То есть в коранийском контексте здесь огласовки не будет. Почему? Потому что, запомните, Коран написан на основе слитного чтения. И поэтому, так как здесь буква Б, а следующая сура начинается с Б, бисмилляхи. Если вы обратите внимание, следующее слово бисмилляхи,
Вот таким образом здесь удвоение будет стоять. То есть б с б это у нас буквы, применяется правило ассимиляции. И поэтому, так как для слитного чтения Коран написан, здесь никакой огласовки не будет. Так как мы хотим остановиться без слитного чтения со следующей сурой, мы останавливаемся здесь и применяем правило сукуна. И таким образом получается 8 аят. «Ва иля раббика саргаб». И таким образом, обращайте внимание, пожалуйста, я прочитаю еще раз полноценным образом все 8 аятов. Бисмиллахир рахманир рахим. Алам нашрах лака садрак. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Хотелось бы отметить еще один такой маленький нюанс. При остановке на первом, втором, третьем и четвертых аятах, при остановке каф, вот звуки каф, полноценное произношение дуновения воздуха должно оставаться. То есть садырак, нет, садырак, визрак, захрак, ذكرك. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.